От Тататунги до Хургюза, как уйгуры создали и похоронили Монгольскую империю. Главный исторический момент рубежа XII века – появление в семье Ясугея Богатура малыша по имени Темуджин. Уйгуры все еще глубоко переживали распад Великого Уйгурского каганата, военного и торгового гегемона Центральной Азии. Но уйгуры создали новые государства и были готовы к великим свершениям. Уйгуры находились в самом сердце знаменитого Великого Шелкового пути. Устроив укрепленные и охраняемые караван-сараи, снабжая проходящие караваны всем необходимым и собирая торговую пошлину, уйгуры стремительно богатели. Легенды о богатстве уйгурских купцов стали известны даже в Венеции и Генуе. Но торговля должна расширяться и быть безопасной. Так уйгуры нашли никому неизвестного степного вождя Темуджина. Амбициозному монгольскому хану предстояла война с чжурдженями. Этого от него требовала вся степь. Для любой войны нужны деньги. Уйгуры деньги дали. Именно на деньги уйгурских купцов молодой Темуджин смог выжить, одолеть татар, снабдить первой Туменой прекрасным оружием, лучшими наемниками Великой Степи. Уйгур Тататунга в 1206 году короновал Темуджина и вручил ему символ государственной власти – государственную печать. Только после этого Темуджин стал именоваться Великим Чингисханом. Монголы – гении войны, но у них нет письменности, нет бюрократии, нет навыков торговли и опыта государственности. Уйгур Тататунга дает им уйгурскую письменность и государственную печать. Теперь яса Чингисхана – не крик в степи, а письменный закон, скрепленный печатью. Уйгурский купец Шавути открыл Чингисхану необъятный мир Великого Шелкового пути. Уйгурские купцы стремились расширять торговлю. С самого начала завоеваний Чингисхан, покоряя государства, принуждал их заключать кабальные торговые договоры, свободное и беспошлинное прохождение уйгурских торговых караванов. Так, монголы завоевали крупнейшие торговые восточные государства. И все торговые города перешли под контроль и учет уйгуров. Чтобы поддерживать финансовый порядок на огромных территориях, снабжать регулярную огромную армию за счет налогов, была развернута единая фискальная система. 10-я часть во всем с покоренных народов, закон времен уйгурского каганата. Тысячи грамотеев уйгуров оперативно провели переписи населения, оценили уровень доходов сословий, создали гибкую систему налогообложения. Уйгурские управленцы и писцы, уйгурское письмо в каждой канцелярии от Пекина до Багдада. Теперь завоевание, не грабеж, а создание системы глобальной торговли с едиными правилами. Поэтому малочисленные монголы сумели подчинить полмира, все видели выгоду безопасной торговли с едиными тарифами и справедливыми налогами. Так был основан Пакс Монголика, и это был уйгурский торговый порядок, обеспеченный монгольской армией. Казалось, торговая идиллия он будет вечной, но в 1227 году гениальный стратег Чингисхан умирает. Пакс Монголика, созданный им вместе с уйгурами Тататунгой, Чинкаем, Шавути трещит по швам. Империя распадается на улусы потомков Чингисхана. Уйгуры все еще управляют осколками гибнущей империи. Уйгур Саид Аджаль превращает мятежный Юньнань в процветающую провинцию. Уйгур Махмуд Елавач управляет Средней Азией. Уйгур Куркус – наместник в Персии. Уйгур Булат Тимур – в Золотой Орде. Уйгуры понимают, теперь придется платить 4 ханам вместо одного. Уйгурские купцы пытаются собрать единую торговлю в рассыпавшейся на улусы империи. Не выходит. За 30 лет после Чингисхана тарифы на шелковом пути выросли в 17 раз. Монгольские князья-наёны уже больше не славные воины, они алчные коррупционеры. Уйгурские караваны грабят не разбойники, а свои монгольские наместники в Хорезме, Самарканде, Кашгаре. Когда уйгурский купец Махмуд Елавач пытается навести порядок в Мавераннахре, местные монголы сажают его в тюрьму за превышение полномочий. Но уйгуры не сдаются, они лавируют. При Угадее уйгурский канцлер Чинкай спасает казну, пока монголы режут друг друга. При Хубилае уйгур Саид Аджаль превращает Юньнань в цитадель уйгурской торговли. Уйгуры верят, что система еще жива, что можно купить лояльность новых ханов серебром, как когда-то они купили Темуджина. Но монголы больше не голодные степные волки. Они сытые псы, грызущиеся за кость наследства. В 1260 году Пакс Монголика как единый рынок – это миф. Шелковый путь рвется на куски. Золотая Орда враждует с Хулагу. Чагатайский улус раздирают мятежи. Хубилай воюет с братом Арек-Бугой за престолонаследие. Уйгуры мечутся между ними, пытаются помирить, воссоединить, теряя караваны, людей и прибыль. Уйгуры еще надеются. Они шлют своих сыновей в столицу Юань-Даду. Эти юноши станут чиновниками, писцами, сборщиками налогов. Одного из них зовут Хургюз. Он верит, что можно починить империю изнутри. Хургюз – наследник тех самых уйгурских купцов. Он не воевал, он управлял, собирал налоги, наполнял казну.
кормил империю золотом и серебром. Но монголы XIV века не монголы Чингисхана. Они не помнят, кому обязаны процветанием. И когда приговоренный ими к смерти Хургюз произнес «Я кормил хана серебром, а меня теперь кормят землей», это был приговор империи. И уйгуры отвернулись от монголов. Взлет монголов начался со сделки золота уйгурских купцов в обмен на защиту торговых путей монгольской армии. Падение началось, когда монголы решили, что торговые пути и золото их право по рождению. И забыли, у денег есть цена. Хургюз – последний платеж по векселю, который Чингисхан взял у уйгурских купцов в 1209 году. Монголы расплатились сполна. Созданная уйгурами торговая империя рухнула, завоеватели мира вернулись в свои голодные степи. Как у классика, глядь, опять перед ним землянка, на пороге сидит старуха, а пред нею разбитое корыто. Тататунга и Хургюз, два уйгура, две судьбы, между ними путь империи от расцвета до заката.